Вот, собственно говоря, это видео. Я был просто в шоке, когда его увидел, и я не верил, что реально это происходит именно со мной. Александру Бельскому. Это я? Блин, она все-таки пришла. Если честно, я до конца не верил, что она придет, но она все-таки пришла. И вы понимаете, сколько она шла? 5 или 6 недель, например, нашла. Это очень долго, но... Салам, друзья, меня зовут Саша, и сегодня у нас с вами будет очень интересное видео про то, как я получил вот эту вот книгу Чингиза Айтматова. Я вам покажу и расскажу много всего интересного, мы посмотрим биографию Чингиза Айтматова. Также вы узнаете, кто мне ее подарил, если вы еще не знаете. И, в общем... Будет очень интересно, поэтому смотрите до конца, друзья. Я думаю, стоит начать с того, что я вам покажу, кто же мне все-таки подарил эту книгу. В общем, друзья, подарил мне эту книгу Дастан Бекешев, вот его инстаграм. И кто не знает, это депутат парламента Кыргызстана. И, в общем, он снял для меня целое отдельное видео. И... Там, собственно говоря, он дарил мне эту книгу, рассказал немножечко. И давайте же вместе посмотрим это видео. Погнали. В общем-таки, друзья, вот мы прямо сейчас находимся в инстаграме Дастана. И вот, собственно говоря, это видео. Я был просто в шоке, когда его увидел. И я не верил, что реально это происходит именно со мной. Ладно, понимаю, что вам уже не терпится. Давайте же посмотрим это видео. Погнали. Вот эту книгу, малое собрание... Вот эту книгу. Здесь рассказы Чингиза Айтматова я хочу подарить Александру Бельскому. Это я. Этот молодой человек, он, наверное, ему где-то лет 15-16. Мне 14. Очень интересуется Кыргызстаном. И в Ютубе он выкладывает свои видеоролики, где слушает наши песни. Он интересуется культурой Кыргызстана. И я очень рад этому. Я очень круто. Книжку, я надеюсь, она ему... Вот она уже у меня. И как-нибудь мы пригласим Александра, если у него будет желание. Конечно, будет желание. Он увидит своими глазами, какой у нас доброжелательный. Это было бы очень круто. В общем-таки, вот такое видео. Если что, ссылку на этот пост я вам оставлю в описании. Можете поблагодарить Дастана. Я думаю, ему тоже будет приятно. В общем-таки, друзья, Дастан выслал мне эту книгу 28 мая. А сейчас у нас, знаете, какое число? Сейчас у нас 12 июля. И вы понимаете, сколько она шла? 5 или 6 недель, например, нашла. Это очень долго, но, блин, она все-таки пришла. Если честно, я до конца не верил, что она придет, но она все-таки пришла спустя 5 недель, и я очень рад этому. Она проехала целых 4302 километра от Бишкека до меня, собственно говоря, до моего города Николаева. Также хочу вам кое-что показать в этой книге. В этой книге есть дарственная надпись именно мне. И давайте я вам ее немножечко прочитаю. Вот как вы видите... Вот здесь это, собственно, дарственная надпись и находится. Наверное, вам сейчас не видно, но я сейчас вам зачитаю вслух. Дорогой Александр Валентинович, дарю тебе эту книгу как человеку, полюбившему мою страну. Прочитав произведение Чингиза Айтматова, ты окунешься в культуру народа Кыргызстана. Я надеюсь, эта книга будет полезной для тебя. Конечно, будет полезной. Я ее обязательно прочитаю. Подписывайся на мой инстаграм, Дастан Бекешев. Я уже давным-давно подписан. И депутат парламента Кыргызской республики Дастан Бекешев. 28.05.2019 год. То есть прошло уже 2 месяца с момента записи и отправки этой книги. В общем-таки, как-то вот так. Она шла реально очень долго. В общем-таки, друзья, в этой книге есть такие произведения, как «Плаха», «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Белый пароход», «Пегий пес, бегущий краем моря». Написано, содержит нецензурную брань. 18+, хотя мне 14, ну ладно, ничего страшного, все равно прочитаю. И, в общем, друзья, мне очень интересно ваше мнение по поводу этого. Пожалуйста, посоветуйте мне, какой рассказ именно из этих всех мне прочитать. Пишите свое мнение в комментариях, и я обязательно к нему прислушаюсь. В общем, теперь, друзья, я думаю, что мы с вами посмотрим целую передачу про Чингиза Айтматова, потому что у меня есть его книга, но я ничего не знаю про него. Поэтому, ладно, не будем медлить и будем смотреть передачу про него. И, наконец-то, я узнаю что-то про Чингиза Айтматова. Начинаем. Его книги переведены на 176 языков мира. И в это трудно поверить, ведь репрессии – часть его семейной истории, как и в жизни другого писателя Александра Солженицына. О феномене Чингиза Айтматова, которому 12 декабря исполнилось бы 90 лет, наш корреспондент в Бишкеке Жазгуль Каримова. И здесь был лишь единственный путь – познание народной жизни. Такое, чтобы знать за всех, чувствовать за всех, болеть за всех, думать за всех. Долгие годы Чингиз Айтматов считался самым влиятельным человеком в республике. В 60-е он открыл миру маленькую Киргизию.
Среди награжденных писатель Чингиз Айтматов. В 1963-м он получил Ленинскую премию, через 5 лет государственную. Моя первая встреча Класс. с Айтматовым была в городе Ош. У меня, кстати, есть видео про город Ош. И это было время его восхождения, стремительного восхождения, когда аудитория какая большая была, СССР, духовности сколько было. И тогда, конечно, писатель был больше, чем писатель. А ведь всего этого могло и не быть. Чингиз – сын репрессированного. В 1935-м его отца Төрекула отправили учиться в Институт Красной Профессуры, изучать основы марксизма-ленинизма. В 1937-м арестовали по подозрению в антисоветской деятельности. Через год расстреляли. Отец как будто предчувствовал страшное. Настоял на быстром отъезде, чтобы успеть отправить нас всех назад, в Киргизию. Он не хотел нас оставлять на произвол судьбы. Но вернуться во Фрунзе мы тоже не могли. Там тоже шли массовые репрессии. Но куда нам? Почему он не мог уехать вместе с нами? Я тогда этого не понимал. Но глядя на своих родителей, я чувствовал, что происходит что-то неотвратимое, чудовищное. Ого. Когда 9-летний мальчишка, его бросает в этот вагон, и отец бежит за этим вагоном, понимаешь, он больше не увидит эту семью. Вот откуда это идет? Это проза сопротивления. К этому моменту у Айтматовых уже 4 детей. Мама будущего писателя Нагима спрятала их в далеком селе Чекер. Был издан приказ наркома внутренних дел СССР. Очень интересная передача. Члены семей врагов народа тоже социально опасны, что они могут пойти на антисоветские действия. Мама, боясь, что что-нибудь случится, что ее могут арестовать, или же Сестра Чингиза Айтматова. или детей в детский дом. Местные вспоминают, как Нагима много трудилась, чтобы прокормить детей. Держала овец и корову. Однажды корову украли. Она же была кормилицей, это военные годы. Чингиз тогда взял ружье, чтобы найти и наказать вора. Но на улице его задержали аксакалы, забрали оружие. Корову все вместе искали, даже в Казахстане, но не нашли. Помню, мы были маленькими. С Чингизом и Ильгизом зарабатывали тем, что... Даже не хочется отвлекаться. Ее нужно было носить большими ведрами и подавать через каждый гектар. Вечером нам за это давали немного картофеля. Помню, что одежда у нас была поношенной, короткой. Чингиз после расстрела отца оказался старшим мужчиной в семье. Все заботы легли на его плечи. Керимсей Долбеков, аксакал села Шекер, двоюродный брат Чингиза Айтматова. Он уже в 11 лет работал в совхозе, выращивал пшеницу. В 14 был секретарем главы сельской управы. В военные годы много помогал селу. Молодец. Любимым местом для него стал вот этот родник под названием «Верблюжий глаз». Позже он появится в одноименной повести. Ага, в какой-то повести он будет. Чингиз приходил сюда поплакать. Он очень страдал от того, что его называли сыном врага народа. Не берут в школу, в пионеры. В школу Чингиза, его брата и сестер все же устроили, правда, в соседнем селе. Чтобы получать знания, Чингиз Айтматов вместе с братом и сестрой только в одну сторону проходили около 3 километров. По дороге им приходилось разуваться, босиком переходить через речку и еще долго идти по бездорожью. Перед входом в школу дети обязательно чистили обувь. Этот железный очень выступ сильно сохранился здесь до сих пор. После 7 класса то есть они обувь от него в чистили. Стамбульский ветеринарный техникум. Тогда-то и начинается писательская карьера. Печатали его мало, припоминали репрессированного отца. Большая часть произведений была на кыргызском. В 1958-м Айтматов познакомился с Твардовским. Главный редактор журнала «Новый мир» посоветовал молодому автору писать на русском и отсылать свои повести сразу в Москву. Ну, мы не как раз таки на русском. В этих толстых журналах выходили его произведения, и когда Москва отзывалась положительно, уже наши ничего не могли делать. То есть они не могли не напечатать его, да, получается, или как? Роман газеты издала миллионным тиражом повести «Город степи». Ого. Миллионный тираж.
Он мгновенно, вот, знаете, это была голодная семья, и вдруг неожиданно просто хлынул золотой дождь. Это он рассказал, что за 1000 километров у людей такие же проблемы. Они страдают от репрессий и голода, сбегают от нелюбимых мужей и ищут потерянных отцов. И как раз он писал произведение про жизнь. Вот у него не было национальной самоограниченности. Понимаете, он не делал экспортную литературу. Он писал так, поднявшись над горами и оглядывая как бы мир. Обязательно нужно прочитать. А в родном селе писателя каждый мальчишка мечтает стать вторым Чингизом. У Ильдара Шакирбаева, в отличие от друзей, мечта сбылась. Во всяком случае, на сцене. В школьном спектакле он играет юного Айтматова. Когда читаю о детстве Чингиза Айтматова, всегда удивляюсь его стойкости. Как же ему было сложно. Да, я тоже удивляюсь. Работал, бывало так, что но он огромный молодец. Он работал. Я тоже работаю, но мне легче, я не голодный. Есть какое-то великое внутреннее свойство. Человек все равно преодолеет с огромными трудностями, сложностями. Много, так сказать, жертв на этом пути будет у него. Но он все равно выйдет. Выйдет и на какой-то новый виток эволюции своей. Да, культурной, духовной, исторической эволюции. Джазгуль Каримова, Зарулбек Раимкулов, Муканбет Асанов. Программа «Вместе. Кыргызстан». На самом деле, друзья, после этой передачи мне еще больше захотелось прочитать произведение Чингиза Айтматова. Я надеюсь, что вы мне посоветуете хорошее произведение из вот этой вот книги. Хотя я думаю, что они все хорошие, но в любом случае посоветуйте мне, с чего стоит начать. Потому что я раньше никогда не читал Чингиза Айтматова. Мне, кстати, бабушка рассказывала то, что она в школе, у них по программе был Чингиз Айтматов, а у нас сейчас этого нету. То есть мы сейчас читаем там других авторов и... То есть я буду впервые читать его. Пожалуйста, посоветуйте, с чего начать. Я буду вам очень благодарен. И скорее всего, когда я что-нибудь прочитаю, я обязательно про это сниму видео, потому что это будет реально интересно. Я скажу вам первые эмоции. И, в общем, да. Огромное спасибо Дастану Бекешеву за такой замечательный подарок. Мне он будет очень полезен, и я обязательно его прочитаю. В общем, ладно, друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это видео понравилось. С вами был я, Саша. Все, пока-пока.